Министерство экономики менялось, росло. С начала работы оно насчитывало лишь 14 специалистов. Нынче это число возросло до 84. За 100 лет главные цели не поменялись, а основные наработки продолжают успешно выполнять свои функции. Республика лидирует на Дальнем Востоке по валовому региональному продукту. Помимо этого, за прошлый год Якутия заняла 8-е место в Российской Федерации по промышленному росту. Экономика Якутии прошла очень длинный путь с тяжелыми испытаниями и с победами. Да, и, конечно же, сейчас является таким экономическим тылом Российской Федерации. Экономика республики уверенно смотрит в будущее и создает основы для того, чтобы повышать качество и уровень доходов населения республики. Сфера деятельности министерства сложна, так как охватывает все направления развития республики. Это и социально-экономическое развитие, и промышленность, сельское хозяйство, и инвестиционная деятельность. Надежная база приводит к появлению новых отраслей экономики. Мы сейчас конкретно занимаемся стратегическим развитием нашей республики, разрабатываем прогнозные планы развития, курируем инвестиционную программу. То есть конкретно видим стратегии и планы нашей республики на, допустим, в том числе строительство социальных объектов. У нас на согласовании прогноз социально-экономического развития на 24-26 годы. С изменением жизни начальные планы и стратегии подвергаются корректировкам. Ветераны Госплана, что вышли на заслуженный отдых, все еще продолжают активно сотрудничать с коллективом нынешнего состава Министерства экономики. Таким образом, проекты разрабатываются, опираясь на опыт наработок, сделанных за последние 100 лет, но уже с учетом современных реалий. Соратники наших отцов-основателей нашей республики уже задумывались над тем, как обустроить республику. Они смотрели далеко. И я думаю, что главная заслуга, что они смогли защитить границы нашей республики. Специалисты отмечают, экономика Якутии опережает мировые темпы роста, а вместе с этим безработица и бедность населения опустились до самых низких значений за всю историю. Госплан, как совокупность сведущих людей, экспертов, обладали наибольшими данными для правильного суждения о делах. И на сегодняшний день сотрудники Министерства экономики отмечают его существенный вклад в нынешнюю экономику. Марина Захарова, Павел Пахомов, Якутия.